Здравствуйте, это информационный выпуск сегодня в студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Новый этап социально-экономического планирования. Сегодня состоялось рабочее совещание с участием главы государства и замминистра экономического развития России Сергеем Назаровым, который в рамках визита совершил инспекционный объезд. Новые рабочие места, энергетика и другие проекты. В Цхинвале состоялось рабочее совещание с участием представителей правительства, российских партнеров и инвесторов. Новая спортплощадка в парке имени Валерия Хубулова. По инициативе участников специальной военной операции в столичном парке появилось место, где каждый может тренироваться на свежем воздухе. Президент Алан Гаглоев провел рабочее совещание с делегацией во главе с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым, посвященное завершению действующей программы социально-экономического развития и планированию нового этапа. В ходе встречи глава государства отметил понимание текущих экономических обстоятельств, связанных с СВО, и выразил надежду на продолжение взаимодействия с российскими партнерами. Со стороны министерств Южной Осетии были подняты вопросы повышения доходов бюджетников, в частности технического персонала, на что российская сторона заверила в готовности рассмотреть данную проблему на предстоящих встречах. Президент Алан Гаглоев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Южная Осетия. Глава государства тепло приветствовал делегацию во главе с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым. Добро пожаловать. Спасибо, что всегда рядом с нами, поддерживаете народ республики. И вместе у нас в ходе работы бывают положительные результаты. Президент напомнил, что в этом году завершается программа социально-экономического развития на 22-25 годы. Сейчас республика вступает в новый этап планирования. С 2026 года у нас начинается новый цикл. На финишной прямой находится формирование новой государственной программы социально-экономического развития 2026 по 30-е годы и новой инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 26-28 годы. Глава государства подчеркнул, что от реализации государственной программы социально-экономического развития Южной Осетии и инвестиционной программы народ республики ожидает перемен к лучшему. Руководство республики и народ, конечно же, ожидает перемен в лучшую сторону. Это и качественное медицинское обслуживание, качественные дороги, повышение заработных плат, создание новых рабочих мест путем реализации проекта в рамках программы привлечения инвесторов и многое другое, которое нам надо учесть в новой программе. Коснувшись вопроса финансовой поддержки, президент подчеркнул, что республика осознает текущие обстоятельства, связанные с проведением специальной военной операции. Мы, конечно, с пониманием относимся к сегодняшней ситуации с учетом проведения специальной военной операции. Но вместе с тем мы должны делать все от нас зависящее, чтобы повышать уровень благосостояния и народа Российской Федерации в Южной Осетии. Наши граждане тоже являются передовыми участниками этой специальной операции. Алан Гаглоев добавил, что при всем понимании текущей ситуации республика рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с российскими коллегами. Предлагаемая вами конструкция по госпрограмме в целом поддерживается. Конечно, есть предложения и по внесению изменений программы социально-экономического развития. Это будет личная просьба и предложение. Вопрос о необходимости изыскания дополнительных финансовых возможностей в 2026 году для реализации мероприятий государственной программы, в том числе увеличения объемов инвестиционной программы. Глава государства выразил слова благодарности руководству России за неизменную поддержку и постоянную помощь. Для кого не является секретом, что нам ежегодно приходится запрашивать дополнительную финансовую помощь с 2023 года. На это есть объективные обстоятельства. Но здесь я хочу выразить слова огромной благодарности и признательности нашим российским коллегам, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу за поддержку и за постоянное внимание. Мы эту поддержку чувствуем в постоянном режиме и в самые трудные времена, и сегодня.
Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров со своей стороны отметил, что в рамках формирования федерального бюджета по направлениям, отраженным в соглашении между странами, удалось достичь ряда компромиссов. У нас действительно проект бюджета уже сформирован и по инвест-программе, и в составе госпрограммы тоже по объектам мы обсудили. Думаю, что найдем, будем так говорить, точки соприкосновения. Назаров подчеркнул, что первый международный экономический форум, прошедший в Схинвале, дал мощный импульс развитию деловых связей. В рамках форума, который проходил в республике, такой первый форум, который, мне кажется, дал хорошие импульсы, мы здесь вместе с вами нацелены на привлечение бизнеса. И вот такой первый шаг сегодня у нас обсуждение, это все-таки встреча бизнес-сессий по обсуждению наращивания потенциала республики, чтобы расширялись возможности самой республики. И я думаю, что это такая важная задача и важная миссия, которую тоже мы предварительно с правительством обсудили по подходам. Надеюсь, что тоже получим соответствующий эффект в рамках развития республики. С точки зрения самой сессии уже есть положительный момент по активизации этого взаимодействия. И более того, мы тут Кавказ РФ как институт развития у нас есть по Северному Кавказу. Мы там расширяем его, собственно, полномочия, и он также будет взаимодействовать с Республикой Южная Осетия по оказанию тут поддержки. Я думаю, что рассмотрим таких вариантов, это будет там точки соприкосновения. Министр труда и социальной защиты Южной Осетии Олег Гаглоев в своем выступлении обратил внимание на вопрос уровня доходов работников бюджетной сферы. Это ветеринария, лесное хозяйство, средства массовой информации и от других. Из-за того, что в этой категории сосредоточены три настолько разнородные группы, средняя заработная плата у большинства из них также составляет ниже прожиточного минимума. Этот вопрос вызывает и как социальную напряженность в обществе, есть проблемы с доведением до уровня, учитывая наш бюджет и состояние нашего бюджета, есть проблемы с доведением до уровня прожиточного минимума. И соответствующие решения, проекты соответствующих решений прорабатывались с российскими коллегами, но по финансовым причинам как раз они не попали в госпрограмму. Олег Гаглоев подчеркнул, что особенно сложная ситуация складывается у технического персонала органов государственного управления. Кроме того, у нас за пределами и в ранее заключенном договоре и сейчас остались такая категория работников, как техперсонал государственных органов. Заработная плата их составляет буквально с начислениями 14 тысяч, а при этом прожиточный минимум у нас составляет больше 20 тысяч рублей. В составе прочей категории там присутствует и руководящий состав учреждений, технический персонал, вспомогательный персонал и ряд отраслей, которые не попали в предыдущие категории. Это ветеринария, сельское хозяйство, средства массовой информации. Просто остальные 12 категорий, они, соответственно, предусмотрены и прописаны отдельно, а эти сидят в общей массе, в общем котле, и при этом средняя зарплата определена как 21 тысяча рублей, что и так уже составляет не намного больше прожиточного минимума, а учитывая, что там и руководящий персонал, и техперсонал, то, соответственно, у большинства, к сожалению, порядка 2000 человек меньше прожиточного минимума заработной платы. Эту категорию, к сожалению, наши коллеги отказались рассматривать, потому что в действующем соглашении этой категории не было. Сергей Назаров заверил президента, что на следующей неделе будут обсуждены вопросы касательно низких зарплат в Южной Осетии. Да, с Минтрудом сейчас все эти подходы обсудим, посмотрим, какие варианты решения. И тогда, я думаю, что там в следующей неделе уже здесь, Сергей Маркович, высокая проблема, просто просьба. Ну, понятно, что найти решение. Да, надо как-нибудь выходить из ситуации. Что, давайте это просто находить варианты решения. Министр экономического развития Южной Осетии Сармат Кутаев рассказал о целях новой программы соцэкономразвития республики. Цели, которые мы ставим в государственной программе, это рост валового внутреннего продукта на 37%, рост собственных доходов государственного бюджета на 40% и рост среднемесячной заработной платы в отраслях экономики на 56%.
В завершении глава государства выразил благодарность российской стороне за конструктивную работу. Зарина Кочева, Сармат Гузитаев, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Делегация Министерства экономического развития Российской Федерации во главе с заместителем министра Сергеем Назаровым и премьер-министром Южной Осетии Константином Джусоевым осмотрели объекты, реализуемые в рамках проекта социально-экономического развития республики. В частности, делегация посетила предприятия «Алания Лес», «Импульс-А», а также здание нового корпуса второй столичной средней школы. Стелла Бязова расскажет подробнее. Инспекционный объезд российской делегации начался с осмотра предприятия по переработке древесины «Алания Лес». Завод начал свою деятельность относительно недавно, но уже успел наладить значительный объем производства. На первом этапе «Алания Лес» будет заниматься изготовлением мебельного щита, вагонки, плинтусов и карнизов. Оборудование турецкое, но это Турция, Юстун Карли, это мировой лидер в производстве лесопильного оборудования. Проблема с кадрами именно и с техническим оснащением республики самой. Не продается много чего. За малейшей деталью нужно ездить во Владикавказ, и то нет, если нужно дальше, в Ставропольский край, Краснодарский край, Ростов. До Москвы мы тоже доезжали с подшипниками нашими. У нас начало. Мы сейчас стартуем, и я надеюсь, мы будем уже предвидеть все эти ситуации, будем иметь в запасе какие-то и детали, и механизмы, и людей, наработки. В начале недели, скорее всего, мы уже отправим первую фуру. Да, мы вот сейчас ее готовим, сортируем. Там участок сортировки. У нас уже высушено 235 кубов. Сейчас выходит из сушки еще 266. И, в общем, вот так. Мы закладываем новую сушку сейчас, материал. Ну, в общем, работаем, да. Мощность переработки древесины будет составлять 20 тысяч кубов бука в год. Уже достигнуты предварительные договоренности о поставке. На сегодняшний день на предприятии трудится 60 человек, но с выходом на полную мощность штатная численность значительно увеличится. Сергей Назаров поинтересовался заработными платами сотрудников предприятия. Какая зарплата у вас сейчас? У нас средняя 50. 50 тысяч? 50 тысяч, да. Средняя. Да. Это производство, причем очень большое производство. Начиная с леса, начиная с лесных дорог. Мы их делаем вообще в невозможных местах. Мы вот сейчас в этом месте сделали около 3 километров лесных дорог на скалах. Это вообще героически. У нас лесники с 6 утра до где-то до темна, до 9 вечера там. Они вот именно рубят, делают дороги. В общем, у нас платим. Вот им мы платим больше. Они по выработке тоже, но они в среднем зарабатывают около 150 в месяц. Но без этого никак. У них условия работы. Сейчас еще зима начнется. Далее инспекционный объезд продолжился на предприятии по добыче и переработке природного камня «Импульс-А». Масштабный инвестиционный проект, реализуемый в рамках программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия. Материал добывается на местных карьерах в Дзауском, Знаурском и Цхинвальском районах. По словам генерального директора предприятия, в Южной Осетии имеются большие запасы мрамора, диабаза, габродиабаза, кварцевого диорита. Камень такой, камень у нас гранит, диабаз. Плотность у него до 1200. 900 килограмм в одном кубе. Да. Плотность хорошая, долговечная, морозостойкая. Карьер ваш? Карьер здесь отсюда около 35 километров. Лицензия у вас, да? Лицензия это все у нас получено. Один карьер? 2 карьера. С одинаковым материалом? Нет, на другом карьере у нас мраморизованный известняк. Мы сейчас строим дорогу, чтобы начать тоже добывать. Пока оттуда не брали ничего? Образцы есть из этого. Сергей Назаров ознакомился с возможностями предприятия. Завод оснащен китайским и итальянским оборудованием, которое считается одним из лучших в производстве. «Импульс-А» принимает заказы на изготовление архитектурных элементов, отделочных материалов, изделий из камня. Заказы на продукцию завода поступают не только из российских регионов, но и зарубежных стран. Вот запас у нас около 1 000 000 кубов это шифантуры, где гранит залегает, а где мраморизованный известняк, там залегает около 1 200 000 кубов. Это по данным геологической разведки советских времен. А вот это где гранит, там уже все вскрышные работы проведены, да? Или там... Да, там мы уже добываем, уже добываем там. И буровозрывной, да? Не буровозрывной. Они сами кусками выпадают. Вот сейчас сами посмотрите, как ямы. По трещиноватости? Да, по трещиноватости. Эскаватором мы это все вытаскиваем и привозим. Там пассируем и блочный камень привозим сюда на обработку.
Далее делегация посетила строящиеся в рамках инвестиционной программы здания второй средней школы. В настоящее время на объекте ведутся работы по перекрытию кровли. Сдать школу планируют к началу нового учебного года. Руководитель строительной организации Олег Босиков отметил, что небольшие изменения в сроках сдачи возникли после внесения корректировок в проект. Давно строите? С прошлого года. Прошлого года? А когда хотите закончить? К 1 сентября следующего года откроется школа. А какие есть вопросы сейчас вот, с точки зрения строительства? Сколько народу сейчас на стройке? В данный момент 32 человека. 32 человека? Да. А какой объем выполненных работ и закрытых? Закрыли мы на сегодняшний день 150 миллионов. Осталось у нас... выполнено? Выполнено фактически больше, но у нас идет замена по кровле, и пока мы все это будем узаконивать через экспертизу. Да, мы пока через экспертизу. Да. Это вот. Да. Одна из Что, конструктив поменяли или что? Мы поменяли настил, мы поменяли сэндвич-панели на более удобные в обслуживании и вообще в Учебный корпус будет четырехэтажным. Кроме учебных классов, здесь предусмотрены мастерские, зал для занятий хореографии, шахматный кабинет, книгохранилище и библиотека. Здание рассчитано на 440 учеников. Обучение, этот час обучения в школьном корпусе проходит в 2 смены, да. Ну, мы им как бы не мешаем. Стараемся не мешать. Будет школа 440 человек. суммарно? Нет, суммарно 800. А там? То есть на 800 человек? Стелла Бязарова, Аида Кочева, Заур Устаева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. В Схинвале состоялось рабочее совещание с участием делегации Минэкономразвития России во главе с заместителем министра Сергеем Назаровым и акционерного общества «Кавказ.РФ». На встрече обсуждались перспективы инвестиционных проектов в сферах инфраструктуры, туризма, сельского хозяйства и энергетики, включая использование гидро- и солнечных ресурсов республики. Российская сторона предложила создать совместную рабочую группу для реализации подобных инициатив и запуска ранее не функционировавших предприятий. В Схинвале прошло рабочее совещание с участием инвесторов, на котором обсуждались перспективы развития республики и инвестиционные проекты. В работе совещания приняло участие делегация Минэкономразвития России и представители АО «Кавказ.РФ» во главе с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым. В первую очередь гостей поприветствовал председатель правительства Константин Джусоев. Он подчеркнул, что республика готова к конструктивному сотрудничеству и открыта для новых идей и инвестиций. Недавно прошел экономический форум, и уже как следствие мы сегодня собрались с нашими потенциальными инвесторами. Несколько дней провели в республике, познакомились с инвестиционными площадками, за что, конечно, огромное спасибо вам, Сергей Макарович, всем нашим коллегам. Я думаю, что для нас, для Южной Осетии, это очень важный этап начала нового пути к развитию экономики. Заместитель министра экономразвития России Сергей Назаров подчеркнул, что представители бизнеса Российской Федерации, принимающие участие во встрече, имеют практический опыт в реализации проектов в самых разных направлениях. Данный факт имеет большое значение для успешной реализации инициатив в Южной Осетии. У нас есть на сегодняшний день решения, принятые президентом России по обращению президента Южной Осетии по льготному кредитованию. Значит, это льготное кредитование с 26 года предполагает реализацию проектов. У нас есть представители банка ВТБ, Россельхозбанка и ВЭБа, которые так или иначе, насколько я понимаю, что у нас ВТБ оценил ряд проектов, предлагаемых реализации. Россельхоз, наверное, пока еще этого не сделал, но тем не менее я бы хотел, чтобы мы как раз вот в рамках оценки и соответственно, понимания банков, оценку банков состояния, что какие направления они видят в кредитовании, чтобы у нас максимальный эффект мы получили с точки зрения развития экономики республики. Министр экономразвития Южной Осетии Сармат Кутаев рассказал о реализуемых проектах на территории Южной Осетии. У нас, в общем, есть уникальные возможности. Это и природно-климатические, это и полезные ископаемые, это и вода, которая целебная у нас. И по некоторым из таких направлений уже есть определенные инвестиции, реализуются определенные инвестиционные проекты. Это у нас такие предприятия, как Алания Лес, Импульс
А сегодня вы их посмотрели. Ну, помимо этого, на территории Южной Осетии на сегодняшний день реализуются такие проекты, как создание предприятия по переработке плодоовощной продукции, производство базальтового волокна, расширение пивоваренного производства, создание тепличного хозяйства. Проекты сейчас уже выходят из инвестиционной стадии на стадию выхода на рынок. И вот в этой части, как вы уже отметили, мы просили кавказеров помощи с выходом на российские рынки и обсудили ряд предложений. Бизнесмены уже заинтересовались инвестиционным потенциалом Южной Осетии. На самом деле соглашусь с предыдущим выступающим о том, что здесь уникальный климат, уникальное географическое расположение. Вот. Здесь есть все, чтобы вырастить не только яблоки, но и те фрукты, которых нуждается и рынок Южной Осетии, и рынок Российской Федерации, особенно российской, потому что он очень большой и емкий. Вот. Но, скажем, как нам сейчас видится на первом этапе, можно реализовывать как маленькие проекты, то, что мы говорили, для личных подсобных хозяйств, так и большие в части закладки, там 200, 300, 500 гектаров, проблем с этим тоже никаких. Российская сторона также предоставила свои рекомендации по уже существующим проектам. Далее участники совещания обсудили и потенциальные инвестиционные направления, такие как развитие инфраструктуры, туризм, сельское хозяйство. Гендиректор АО ИГХ-РУС Павел Шестопалов отметил энергетический потенциал наших рек. В первую очередь, конечно, хотелось бы начать с Замкарского водохранилища, небезызвестного всем, которое на сегодняшний день спущено. И грех не использовать уже то, что было построено в советское время. Надо провести оценку состояния непосредственно самой плотины. И я думаю, что мы предложим какое-то техническое решение, которое позволит по максимуму получить мощность на этом водотоке. Также можно будет рассмотреть ниже по течению еще каскад после Зангезурского водохранилища, каскад несколько небольших станций, которые будут работать также по водотоку. Но здесь нужна помощь. Нужна помощь администрации. Нам в первую очередь нужны материалы по воде. Если есть какие-то архивные материалы, мы с удовольствием бы их посмотрели вместе с вашими коллегами. Если нет, то было бы очень хорошо организовать гидрологические посты. Шестопалов также добавил, что климатические условия Южной Осетии позволяют использовать не только гидро, но и солнечную энергию. Возможно, мы посмотрим по Зангезуру кластер с установкой солнечных панелей в дополнение к тем мощностям, которые будет выдавать сама река. В Южной Осетии планируется запустить уже существующие предприятия, которые ранее по тем или иным причинам не функционировали. Это производство мясоперерабатывающее производство РОСТОВ. Это вода, она была представлена у нас на форуме, это ЭДИС. То есть там нужны не такие уж большие вложения, которые требует банка. Нам нужны будут, наверное, оборотные средства. То есть у нас потенциал, который мы можем сейчас вот здесь использовать у нас в Южной Осетии, не привлекая таких огромных, таких больших средств. В завершении встречи Назаров подчеркнул, что российская сторона готова к тесному взаимодействию. Важно отметить, что совещание стало платформой для обмена мнениями и формирования конструктивного диалога между представителями бизнеса и власти. В работе совещания приняли участие и местные предприниматели. Агунда Губозова, Ринат Медоева, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня. Скончался основоположник остинской эстрадной песни, народный артист Южной и Северной Осетии Тимур Харебов. Автор более 200 произведений, чья песня «Маиростун» стала неофициальным гимном Южной Осетии. Он был одним из создателей ансамблей «Айзалт» и «Бодварон». Его музыка звучала и еще долго будет звучать в сердцах осетин, как и его имя, которое услышит еще не одно поколение. Распоряжением президента Алана Гаглоева образована Государственная комиссия по организации похорон выдающегося музыканта.
Не стал основоположник остинской эстрадной песни, композитора, инструменталиста, народного артиста Южной и Северной Осетии Харебова Тимура Владимировича. Тимур Харебов был одним из организаторов и участников ансамбля «Айзел». Тимур Владимирович был первым художественным руководителем государственного оркестра. Тогда в 1996 году был хор и оркестр народных инструментов при администрации города Цхинвал. Он в 1996 году собрал коллектив, возглавил нас, в общем, пригласил меня на работу. Вот с 1996 года мы тесно сотрудничали с Тимуром Владимировичем. У нас в репертуаре есть его песни, есть его произведения. Мы по сегодняшний день исполняем их. Мы очень сильно его любили, уважали, ценили. Он автор более 200 произведений, созданных в различных музыкальных жанрах, многие из которых стали поистине народными. Одна из его наиболее популярных песен «Маирестон» стала неофициальным гимном Республики Южная Осетия. Яркая страница в творчестве Тимура Харебова, участие в коллективе «Бун Варнун», наверное, не нашлось бы ни одного человека старшего и среднего поколения, который бы не знал и не был почитателем творчества этого коллектива. Его имя стало символом остинской культуры, а творчество – настоящим достоянием республики. Тимур Харебов был виртуозным исполнителем, чье мастерство покоряло слушателей. Его музыка бережно хранила народные традиции и в то же время обретала современное звучание. А звание «Народный артист» стало закономерным признанием его многолетнего и бесценного вклада. Уход музыканта – это невосполнимая утрата для всей остинской культуры, но его музыка продолжает жить в сердцах благодарных и преданных слушателей. Юго-остинский исполнитель Суслан Хасиев поделился своими личными воспоминаниями о Тимуре Харебове. Тимур бирасоростай ростунан, мама фандов тазагнама, аз мафуджак охшафтак ройдуттун айфода мидагадыз. Тимур Владимирович имав бокустун, ама кастари мавди кастар, хистари мавди хистар. Ол хоттари вам зунда гуракштан, форстуни вай. Ерен токут сорозун, ин токут бокарун, ама именно ол шида рожерто ламбенаг. Обун ирестун фесафта, ирестун айвадан я маскотайса юкашуа охамлага. Ама фанда заган, ама Тимур Владимировичан, Янум Сафт Никоджинис, Ройгоринч Бастат Садоз Юхот. Дарж Ройгорит Хемаухам, Талант Амухзан Одаймок Код, Талант Кододи Юдифалама, Код Одаймокдар, Код Ирестуне Патриот, Офта Тенгуштер Патриот, Дис Ирестунан, Мавдих Хорз Одаймок. Руководитель мужского хора государственного ансамбля «Сим» Залина Сапиева отметила, что он не просто играл музыку, он вдыхал в нее жизнь. Тимур богатейший композитор, песенник. Все его песни лиричные абсолютно и музыкальные, музыкально богатые. Буквально недавно в Южной Осетии прошел большой экономический форум, а на площади состоялся грандиозный концерт. И наш хор государственного ансамбля исполнил песню «Цхинвал», музыка Тимура Харебова, слова Мираба Засеева. Она глубоко зашла зрителям в сердца. И когда брат его, Вадим, рассказал и показал видео, что хор исполнил твою песню, это было буквально недавно, он еще был жив. Он очень был рад. И мне было приятно, что все-таки его имя звучит. Я думаю, что он много-много, пока мы живы, его имя будет всегда рядом с нами и в сердцах.
Соболезнования в связи с кончиной музыканта выразили глава республики, почитатели его творчества и коллеги. Они отмечали не только его талант, но и огромную щедрость души. Распоряжением президента Алана Гаглоева образована Государственная комиссия по организации похорон народного артиста, кавалера орденов почета и дружбы Республики Южная Осетия Тимура Харибова. Прощание с музыкантом пройдет в Южной Осетии. Яна Плиева, Фатима Чочиева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. В парке имени Валерия Хубулова в Цхинвале открыта новая спортивная площадка, созданная по инициативе участников специальной военной операции. Объект, оснащенный современными тренажерами, был торжественно открыт при участии инициаторов проекта и представителей власти, став новым центром притяжения для любителей активного отдыха. Здесь, в парке имени Валерия Хубулова, теперь можно не только гулять, но и проводить время с пользой. Новая спортивная площадка оборудована новыми тренажерами. Все по самым современным стандартам доступности и безопасности. На площадке установлены турники, брусья, боксерские груши и штанги. Инициатором ее создания выступила группа участников специальной военной операции из Южной Осетии. Они решили внести свой вклад в развитие родного города и создать место, где каждый сможет тренироваться на свежем воздухе. Официальное открытие прошло с участием самих инициаторов благотворительного проекта и представителей власти. Мероприятие также посетили любители спорта, которые протестировали новые тренажеры. Особое внимание вызвало выступление детей-участников специальной военной операции. Дети прочитали трогательные стихотворения в честь своих отцов и всех, кто участвовал в данном проекте. Идут на СВО ребята, соседи верные сыны, чтобы спать могли спокойно дети и чтобы не было войны. Спасибо всем! Как отметил председатель комитета по молодежной политике и спорту Суслан Гасиев, наши бойцы даже на передовой находят время и силы, чтобы делать добрые дела на своей родине. Кашелапута хобисан чаушелапутан витхемя юлдарзонам ирахотсахи обартадар бентон хурснаваем бойдонч коттерсвенч фаламуфтамайда хойгурам бастел ходеканоимада кастарт розмашедел ячиган жура гуса патриотизм маса иронжинодел. Для нас это больше, чем просто площадка. Это наш небольшой вклад в здоровое будущее нации, за которой мы сражаемся, говорит один из инициаторов проекта Руслан Габараев. Köszönjük faszari borostam, oftai laputási dostam, mai dobolnitel donkostam. Kamai бохото достам, видари на форсмар боладна и на факостестам. Теперь парк имени Валерия Хубулова – это не только место для прогулок, но и центр притяжения для любителей активного отдыха. Здесь уже занимаются спортом активные горожане. Алина Эльфимова, Давид Туаев. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды. В республике завтра переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 16, ночью плюс 9. В Дзауском районе днем плюс 15, ночью плюс 8. В городе Квайса днем плюс 14, ночью плюс 8. В Ленингорском районе днем плюс 15, ночью плюс 9. В Цхинвале днем плюс 17, ночью плюс 10. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.